Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я ее ведущая Белла Кварчия. В конце февраля премьер-министр Артур Миквабия посетил стадион «Динамо» в Сухуми для оценки готовности объекта к чемпионату мира «Канифа», который пройдет в мае 2016 года. Премьер остался недоволен качеством строительства и поручил в кратчайшие сроки устранить все недоделки. Какие работы ведутся сейчас на этом объекте и что еще реализуется в сфере строительства госкомпании «Апснергылара», мы обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас Эрик Хашба продолжит выпуск с обзором новостей за неделю. 9 марта состоялось очередное заседание сессии парламента Абхазии. Депутаты обсудили поправки к законам о налоге на добавленную стоимость и о государственной пошлине. Заслушали сообщение председателя Национального банка Абхазии о выборе аудиторской компании для проведения внешнего аудита банка. Рассмотрели ряд других вопросов. Поправки к закону об НДС предварительно были одобрены на заседании профильного комитета, в том числе и в частности освобождение от НДС работ по комплексному плану. Однако во время обсуждения возникла дискуссия. Часть депутатов считала несправедливым освобождение от НДС работ по комплексному плану, а часть придерживалась противоположного мнения. В итоге, после продолжительных споров, законопроект был принят в первом чтении. В Вооруженных силах Абхазии завершается зимний период обучения по боевой и морально-психологической подготовке личного состава. 9 марта артиллерийская группа с вооружением и техникой совершила марш-бросок на военный полигон Цабал. В течение 10 дней артиллеристы будут проводить учения в полевых условиях. 9 марта у здания МВД собрались родственники и сослуживцы полковника милиции Руслана Джелия. Собравшиеся требовали отставки министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшпа. Поводом для подобных требований стал обстрел сотрудниками ГАИ автомобиля бывшего начальника СИЗО Дранда. Представители митингующих направились к министру Леониду Дзапшпа. После встречи они заявили, что министр выразил сожаление в связи с инцидентом и отметил, что не давал приказа стрелять в автомобиль Джелия. Территорию МВД митингующие покинули только после полудня по просьбе Руслана Джелия, по словам которого решение будет достигнуто с участием президента республики. Напомним, Руслан Джелия отстранен от должности начальника СИЗО Дранда. Село Бахбаран в Глурипском районе начинается сразу за чертой столицы. Дороги в ближайшем к городу селу были доступны в основном внедорожникам. Но эта проблема, похоже, разрешается. Теперь почти 3 километра этой разбитой сельской дороги будут асфальтированы заново. Часть работ уже сделана. Ширина дороги 6 метров, толщина асфальтового покрытия 5 сантиметров. Уже 4-й день мы кладем асфальт. Мы получили 70 миллионов на все дороги. Километр где-то 4 миллиона обходится. 10 марта в 4 часа дня на государственной границе по реке Ингур состоялся обмен 4 граждан Южной Осетии, задержанных и осужденных в Грузии, на граждан Грузии, отбывающих наказание в Абхазии. 4 граждан Южной Осетии были задержаны спецслужбами Грузии в 2005 году и отбывали пожизненный срок заключения. Их обменяли на 9 граждан Грузии, отбывавших в Абхазии различные сроки наказания от 13 до 20 лет. Их осудили за различные преступления, в том числе за шпионаж и попытку совершения диверсионно-террористических актов. Обмен заключенными стал возможным благодаря указу президента Абхазии о помиловании грузинских преступников. Такое решение принял Рауль Хаджима в ответ на просьбу своего южно-осетинского коллеги помочь вызволить из грузинской тюрьмы 4 граждан Южной Осетии. По факту инцидента, произошедшего 7 марта с участием Руслана Джелия и сотрудников ГАИ, проводится внутреннее расследование. Об этом было заявлено 10 марта на расширенном совещании в МВД с участием руководителей районных отделов и всего личного состава. В МВД утверждает, что при попытке принудительной остановки автомобиля была произведена стрельба в воздух. При этом автомобилю Джелия не был причинен ущерб. В МВД подчеркнули, что проведение несанкционированного митинга на территории режимного объекта – недопустимый факт. Министр пока воздерживается от комментариев по факту принудительной остановки автомобиля Руслана Джелия 7 марта. Этот вопрос будет рассматриваться на Совете Безопасности, а после будет дана оценка. 10 марта конкурсная комиссия по отбору предприятий, претендующих на получение госзаказа по инвестиционной программе, определила победителей. После подсчета баллов были названы предприятия, которые получили право на проведение капремонта 5 объектов систем водоснабжения Сухума. Среди критериев отбора были сроки выполнения работ, предлагаемая сумма затрат на них, опыт работы и строительное резюме фирмы. Всего в конкурсе за право проведения капитального ремонта объектов системы водоснабжения и водоотвода Сухума приняли участие 26 абхазских предприятий. Комиссия продолжит свою работу по определению победителей в других лотах. Третье заседание Российско-Абхазской межведомственной рабочей группы по планированию и использованию радиочастотного спектра в приграничных районах Российской Федерации и Абхазии прошла 10 марта в Сухуме. Были обсуждены вопросы использования радиочастот станциями сухопутной, сухопутной подвижной и фиксированной служб, а также обсуждалась координация радиовещательной службы и принципы координации частотных присвоений станциям фиксированной службы.
Эта встреча очень важна для обоих стран. У нас большой опыт сотрудничества. Прежде всего, это Олимпиада. Переговоры важны, у нас много вопросов, довольно-таки обширная повестка. Я думаю, мы их проведем в духе добрососедства, взаимопонимания. Это очень важно. Не потерять этот дух, не потерять темп переговоров, выйти на подписание каких-то документов. Я думаю, это облегчит дальнейшую работу операторов друг с другом, более упорядочит нашу работу с операторами в приграничных районах и принесет какую-то пользу. Готовность Абхазии к курортному сезону оценили в Общественной палате на очередном заседании. В нем приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств. Были затронуты наиболее важные вопросы, в том числе проблемы бесперебойного энергоснабжения в летний период. Особенно с такими проблемами сталкиваются курортные города Пицунда и Гагра. Проблема в изношенности электрических сетей и оборудования, а также в несанкционированных подключениях к сетям. Естественно, есть огромная категория наших абонентов, которые не всегда официально обращаются к нам и пытаются локально решать вопросы, подключаться к сетям. По факту частные домовладения, по сути, переквалифицировались и стали мини-гостиницами. Мы все понимаем, что наши сети находятся в достаточно ветхом состоянии. Мало того, когда они проектировались, их мощность была одна, а сегодня, когда подключаются к этим сетям, минимум потребления – это порядка 10 киловатт. По словам Аслана Басари, износ электросетей по республике очень большой, и для решения всех проблем необходимо порядка 30 миллиардов рублей. Участники встречи также затронули проблему санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Так, по словам главного санитарного врача республики Владимира Берулава, более 80% отдыхающих обращаются в медицинские учреждения по причине отравления водой. 11 марта одному из выдающихся абхазских поэтов Таифу Аджба исполнилось бы 77 лет. Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия учреждена государственная литературная премия имени поэта за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Она будет присуждаться прозаикам, драматургам и поэтам за произведения, написанные в течение последних 20 лет. Конкурс на соискание премии будет проводиться раз в 3 года. Участвовать в нем имеют право авторы детских и юношеских произведений. Первый конкурс запланирован уже на следующий год. Его приурочат ко дню рождения Таифа Аджба. Премиальный фонд составит 150 тысяч рублей. Учредил премию Союз писателей Абхазии. Активно идет подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу среди непризнанных или частично признанных стран мира под эгидой КАНИФА. 11 марта члены комиссии по организации большого спортивного мероприятия обсудили программу подготовки и проведения чемпионата. Рабочую встречу провел премьер-министр Абхазии Артур Миквабия. Вопросы, касающиеся организации работ по борьбе с огневкой, обсуждали на рабочем совещании, которое провел первый вице-премьер Шамиль Адзинбе 11 марта. Вредоносные насекомые после зимовки вновь начали пожирать самшитовые деревья в Абхазии. Еще в прошлом году с этими насекомыми боролись практически по всей стране, однако тогда удалось уничтожить лишь часть популяции огневки. Теперь необходимо вновь проводить аналогичные работы. В настоящее время Минсельхоз располагает препаратом, количество которого хватит для обработки примерно 600 гектаров. Шамиль Адзинбе отметил, что в настоящее время ведется работа по закупке необходимых химикатов в Европе, которые должны дать наилучший результат. В скором времени будет приобретена специальная машина для обработки деревьев. Примерные сроки начала работ 25 марта. Это был обзор событий за прошедшую неделю. А сейчас к главной теме нашей программы. О том, какие объекты сегодня строит госкомпания Апснергылара и как идут работы на стадионе «Динамо», мы обсудим с нашим гостем в студии, генеральным директором госкомпании Апснергылара Игорем Казанба. Здравствуйте, Игорь Петрович. Добрый день. Игорь Петрович, перед тем, как мы начнем нашу с вами беседу, я бы хотела предложить вашему вниманию сюжет, который подготовила наш корреспондент Елена Лолова. Пожалуйста. Премьер-министр обошел вестибюль, блок раздевалок с душевыми, санузлами, тренерскими комнатами. Заглянул в подсобные и технические помещения. Увиденным премьер остался недоволен. Стадион, где 28 мая будет проходить церемония открытия чемпионата мира среди национальных футбольных команд, не входящих в ФИФА, не готов к официальному открытию. По подсчетам строителей, на устранение всех недоделок внутри спортивного объекта понадобится около 15 миллионов рублей. Чего не хватает, спросил глава правительства. В здании предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, однако в котельной нет 2 котлов, как нет и насосов для воды. Также нужно завершить установку электрооборудования и вентиляционной системы.
По электричеству не все доделано. Что именно? Ну, где-то свет не горит, вот здесь плафоны не повешены. Насос у нас воду не качает при отключении. Его просто нету, там 2 насоса должны стоять. А где они? Они должны стоять. Вот, Они стояли? Нет, они не стояли. Не хватает 2 насосов, чтобы обеспечить что? Чтобы пожарную безопасность? Обеспечить подачу воды в помещение. А еще пожарная безопасность как обеспечивается у вас? Пожарная Это связано с этим? Тоже связано, конечно. В год на эксплуатацию этого крупного спортивного сооружения из бюджета выделяется 1 миллион 700 тысяч рублей. Но этих денег хватает лишь на самое необходимое. Практически везде на стенах образовалась плесень. Премьер спросил у строителей, в чем причины. По своей производительности вытяжка на сегодняшний момент не соответствует тем помещениям, которым должна она проверить. Как вы же построили лучший стадион в мире. И не могли рассчитать вытяжку. Как оказалось, не хватает не только сантехники. Нужно отремонтировать деревянную обшивку в технических помещениях, а еще предусмотреть затраты на установку системы автоматического полива футбольного поля с искусственным покрытием и закупить блок управления для работы электронного табло. Освещение сделано? Освещение работает. Футбольного поля. Табло не работает. Футбольное поле освещение работает. Табло нету блока управления с программой. А это вы считали, сколько стоит? Да. Сколько стоит? Сам блок порядка 150 тысяч. На возведение стадиона было затрачено более 650 миллионов рублей российской финансовой помощи. Понадобится еще порядка 100 миллионов рублей бюджетных денег на доведение до ума этого спортивного объекта и примыкающей к нему территории. Мы сейчас этот стадион должны привести в порядок. У меня один вопрос ко всем. Стадион, улицу, которая разбита. Почему мы это должны сделать за счет налогоплательщиков нашей страны? Мы сделаем ее. Но это было предусмотрено в комплексном плане. Надо было его тогда делать. Сейчас мне рассказывают, потому что там не предусматривались очень много вопросов в проекте. А экспертизу проект не проходил? Что это за такой подход? Все работы необходимо выполнить в срок. До начала чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА осталось почти 3 месяца. Елена Лоло, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Вот такая информация прозвучала в сюжете, который мы сейчас с вами посмотрели. Скажите, пожалуйста, с тех пор прошло не так много времени, но все-таки хотелось бы узнать, что уже сделано, какие недоделки устранены, над чем идет работа, какие проблемы. Нам было поручено все работы внутри стадиона «Динамо». Мы составили комиссию, произвели все обмеры, составили дефектные акты. Буквально на днях заканчивается уже работа над проектно-сметной документацией. И после начала финансирования мы можем приступить к работам. Угу. То есть еще вы не начали устранять эти самые недоделки? Нет, работа еще не начата. Сами работы еще не начаты. Мы также выезжали вместе с премьером на Гагаринский стадион, смотрели там положение дел и тоже намерили ряд мероприятий, которые надо провести там, чтобы тот стадион тоже мог участвовать в проведении чемпионата. А сколько времени займет вся вот эта вот подготовка? Будем ли мы успевать к маю, чтобы устранить все вот эти вот недостатки, недоделки и как прочее? всегда, строители берут запасом, но 2 месяца вполне достаточно для выполнения всех необходимых работ, которые позволят стадиону соответствовать для проведения чемпионата. Самое трудоемкое, самое сложное – это те виды работ, которые мы своими специалистами вот в Абхазии выполнить не можем. Это то же самое табло. Например, приходится приглашать человека, который займется этим видом работ. Также система звука. Она на сегодняшний день практически отсутствует полностью. Необходимо специалист, который с пониманием разместит все необходимые приборы, устройства, которые позволят озвучивать чемпионат во время его проведения. Ну а общестроительная работа, это, как говорится, не представляет проблем. Специалисты есть, знающие, умеющие, зарекомендовавшие себя на многих объектах в Абхазии. Это уже наши местные кадры. Вот эти все работы, которые вы планируете, за чей счет они будут производиться? Вот премьер говорил о том, что за счет налогоплательщиков. Это так? Ну, в данном сюжете премьер говорит, что приходится за все платить дважды, я так понял, из этого сюжета, но за счет бюджетных средств придется провести все эти ремонтные работы.
Какие еще работы стоят вот на очереди, кроме стадиона «Динамо»? Ну, кроме стадиона «Динамо», сейчас у нас буквально на днях заканчивается проведение вот этих тендерной комиссии, где разыгрываются 25 лотов или 25 объектов. Мы надеемся там получить, мы кое-что уже выиграли, и получить еще какие-то объекты. Но это все связано с водопроводом, канализацией. Объекты тоже не маленькие такие, которые должны в корне решать проблему. Да? А какой тендер вы выиграли? Какой лот? Ну, мы выиграли, значит, на проведение от канализационной трубы от насосной станции по улице Почтовой там, и подпорная стена на резервуаре. Это тоже наше подразделение участвовало. Абхазберегозащита, и они выиграли. Сейчас, вчера разыгрывались еще 20. Вот, до понедельника, наверное, будут известны результаты. В 19 мы участвуем, кроме села Псху. Водопроводно-канализационный тендер, значит, он захватывает Сухумский район, город Сухум, Очимчирский, Гулерипский, Ткварчал, Гал. Расскажите о проделанной работе. Какие объекты вы уже завершили? Ну, за тот промежуток, что я возглавляю госкомпанию, значит, выполнены работы по укреплению моста на 12-м километре Псоу-Ингур. Там была очень, как раз в разгар летнего сезона, аварийная ситуация, но вовремя удалось провести аварийные такие работы, и на сегодняшний день эта проблема устранена. Выполнены работы по дороге, вот, отдельные участки пострадали в результате стихийных бедствий. Это вот тот же Ишерский участок дороги выполнен. Выполнены работы по ремонту и вообще там, кстати, новых рентген-кабинетов в Абхазии. Значит, завершена работы по Гудаутской больнице. Также завершена и сдана республиканская библиотека. То есть вы перечислили часть работ, которые идут по инвестиционной программе? Все работы, которые идут, значит, как аварийно-спасательные, восстановительные, это все бюджет, республиканский бюджет. А вот больница, библиотека – это инвестиционная программа, да. Мы просто ее завершали. Вы говорили где-то в одном из своих интервью о том, что восстанавливаете завод железобетонных изделий в поселке Бзыб. Какая работа уже была проделана и над чем сейчас идет работа? После того, как были проведены переговоры с представителями Республики Крым, появились такие реальные большие объемы, которые мы в силах были осуществить. Но, учитывая изношенность и моральную устарелость, мы, значит, полностью поменяли оборудование бетонного узла, большую смену его производительности, где-то 400 кубов. Он полностью автоматизирован, современное оборудование, хотя внешнее здание выглядит немножко устаревшим. Также выезжали в Республику Крым, они приезжали. Мы практически сегодня готовы на этом заводе изготовить любые железобетонные изделия любой сложности. И наши, как будущие партнеры, я надеюсь, что так будет, в этом сами убедились. То есть завод готов, нужны только заказы, ну и, соответственно, средства для начала работы. К другой теме хочу перейти. Восстановление здания Совета Министров. Сгоревшее здание наше знаменитое. Сейчас идет, по-моему, проектирование. Вы занимались этим? Да, мы занимаемся этим по приглашению, значит, Министерства экономики. Приезжали представители проектных организаций крупнейших, которые проектировали Дом Москвы, посольство Российской Федерации здесь, в Сухуме, что строится. Они приезжали для ознакомления, такого визуального обследования и, естественно, предварительных переговоров. Понимание было достигнуто. Было достигнуто то, что сегодня, допустим, заниматься, как они хотят, двухэтапным проектированием, то есть делать проект, а потом после внесения замечаний делать рабочий проект и платить и за то, и за другое, немножко трудно бюджету. И было достигнуто понимание, что на этапе согласования мы можем эти все работы выполнить на этапе эскиза проекта. А потом они нам сразу выдадут рабочий проект. Вот буквально вчера приезжал уже главный архитектор этого института, который привез эскизные решения этого здания и
министра экономики мы рассматривали варианты. Сейчас Вчера была встреча, да, министра экономики? С руководством республики будет согласован один из вариантов. Они несколько вариантов предлагают, который более нам приемлем, соответствует нашему духу, архитектуре. Всему будет выбран, и по нему будет вестись уже проектирование. Скажите, вот что именно предлагалось? Вы сказали, там несколько вариантов, хотя бы визуально, как все это будет выглядеть. Один из вариантов, значит, первый так называемый вариант, он предполагает сохранение практически такого же внешнего вида, но, значит, увеличение площади по бокам, убираются окна, увеличение площади каменных поясов, верхнего и боковых. Также увеличиваются входящие арки по размерам, чтобы они более соответствовали тем аркам, которые у старых двух пристроек. Насколько я знаю, там предполагалось повысить сейсмоустойчивость здания. Разговор шел о том, чтобы первоначально, значит, мы должны просто его внутри полностью очистить, а вот в проект входит первоначальный этап – это увеличение, значит, сейсмостойкости и увеличение или как устранение тех повреждений, которые были получены при пожаре во время военных действий 1993 года. Определенные мероприятия там, потому что здания имеются и металлоконструкции, они будут усилены, потом есть вопросы таргетирования. Ну, конструктивно это вопросы решаемы, потому что на сегодняшний день здание, несмотря на такой период неэксплуатации, все равно находится в относительно нормальном состоянии. Как вы думаете, вот этот промежуток от проектирования до начала работы, он очень продлится? Процесс проектирования затянется на 4 месяца где-то, это минимально. То есть это начиная от обследований, выдачи заключения, разработки мероприятий, потом, соответственно, проектирования. Взяться и закончить, завершить все это здание одним этапом за год, хотя технически это возможно, будет несколько сложно и дорого. Потому оно будет разбито на какие-то приблизительно 4 этапа. Первый этап – наружная отделка, остекление, ну, естественно, крыша и водоотвод воды с кровли. Как по центральному зданию, это высотному, так и включая вот эти боковые пристройки. Ну, а потом, соответственно, поэтапно. Также предусматривается то, что при проектировании уже после распределения всех там площадей по ведомствам, министерствам, непосредственно тех заданий на планировку кабинетов, залов, там всего остального, от каждого ведомства проектанты будут брать непосредственно будущих хозяев этих помещений. Расскажите, пожалуйста, еще об одном интересном объекте. Это Сухумский вокзал. Работы по этому объекту вот-вот уже должны начаться. Скажите, какова ситуация и какое-нибудь отношение ваша госкомпания имеет к этим работам? Будет ли иметь? К сожалению, сразу как госкомпания к этим работам отношения пока не имеет. Но работы начаты в том плане, что сделано ограждение этой территории. Работы будет выполнять ростовская фирма, с которой предварительные договоренности. Но это есть в ведении железной дороги. Это здание предусматривается в этом году. И вопрос стоит уже о начале финансирования. Но это по инвестиционной программе. Это завершение 3-й школы имени Воронова. Уже ориентировочно на 20 декабря открытие намечено с полной комплектацией. Также начало строительства школы в селе Тхина, новой школы. Восстановление, так скажем, хотя на самом деле это будет строительство новой системы орошения или осушения озера Инкит с курортом Пицунда, потому что, несмотря на то, что на озере Инкит были установлены, построена новая станция насосная и работает старая, уровень озера хорошо понижен, но подтопление в подвалах, в домах, на заниженных участках происходит, потому что вся система, по которой отходила вода в озеро, пришла в негодность за это очень длительное время. Также комплексным планом предусмотрен очень серьезный проект по городу Гагры. Если все эти виды работ удастся осуществить, город Гагра поднимется на значительно другой уровень, как курорт. Что вы имеете в виду, какая работа? По благоустройству, по набережной, по восстановлению многих таких значимых для Гагры, то есть визитных карточек города. Во всех этих работах будут участвовать наши представители. Я даже хочу сказать, что вот у нас договоренность, мы возвращаемся к Совету министров.
Мы имеем договоренность вот с этими проектными организациями, что даже в проекте, на стадии проектирования, практически все наши специалисты будут задействованы в этой работе. Выполнить эту работу по расчету, по оформлению, все это мы в состоянии, в силах. А технически построить практически 80% всех видов работ сотрудники госкомпании на сегодняшний день в силах. Спасибо, Игорь Петрович. Спасибо вам большое за ваше интервью. Было очень интересно. Всего хорошего. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии был генеральный директор госкомпании «Апснергылара» Игорь Казанба. А сейчас продолжаем наш выпуск. В субботу 12 марта около 180 абитуриентов сдали главный экзамен по абхазскому языку для поступления в российские вузы по лимитам. Для абитуриентов абхазских школ был предусмотрен письменный экзамен, диктант. Для учащихся русских школ – свободная форма собеседования. Перед началом экзамена министр образования и науки Адгур Какоба пожелал ребятам удачи. Члены комиссии, преподаватели АГУ, представители управления образования столицы. О специальностях, которые выбирают абитуриенты, в репортаже Асиды Малия. Около 45 специальностей в перспективе смогут освоить выпускники школ Абхазии, но прежде их предстоит сдать экзамены для поступления в высшие учебные учреждения России по лимитам, предоставленным Министерством образования Российской Федерации. В этом году экзамены проходят в соответствии с нововведениями Минобразования Абхазии. Всем абитуриентам в первую очередь необходимо сдать экзамен на знание государственного языка. Абхазский язык является государственным языком, учитывая, что и депутаты парламента принимали специальное постановление, что каждый абитуриент, который уезжает на учебу вне Абхазии, обязательно должен знать и сдать экзамен по языку. По словам министра образования, количество мест, выделенных для обучения в российских вузах, немного превышает количество поданных заявок. Среди 181 заявки на поступление есть еще около 18 заявок для поступления в магистратуру по 10 специальностям. С учетом количества кандидатов на поступление в вузы, последующие экзамены будут проводиться поэтапно. Экзамен на знание абхазского языка принимали в 2 группах. Для учеников абхазских школ предусмотрен письменный экзамен. Как отметил специалист Минобразования, отобранный для диктанта текст несложный и, конечно же, соответствует школьной программе. Для тех, кто обучается в русской или армянской школах, предусмотрены билеты. В них вопросы, которые направлены на развитие диалога на абхазском языке. Собеседование состоит из вопросов, элементарных вопросов знакомства, как здороваться и так далее. И помимо этого выбраны еще темы по программе. Моя родина, моя семья, моя любимая книга и так далее. Такие темы типа билета. Спектр предоставленных специальностей для поступления в российские вузы весьма широк. Среди них такие специальности, как информатика и вычислительная техника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, физика, экология и природопользование, архитектура, электроэнергетика и электротехника. Учебное дело. У меня мама сама старшая медсестра, и мне с детства очень нравилась эта профессия. Там мне интересно, это главное в этой профессии. Если там нет интереса, там нечего делать. Мне нравится помогать людям. Некоторые абитуриенты выбрали для себя творческие профессии, такие как журналистика, режиссура театра, сценография, музыкальное и инструментальное искусство, дизайн, режиссура, кино и телевидение. Однако правильнее будет сказать, что в профессиях, связанных даже с точными науками, порой необходимы и талант, и творческий подход. Абитуриентам, будущим специалистам, хочется пожелать удачи. Асида Малия, Саид Айба, Абхазское телевидение. 12 марта свой 70-летний юбилей отмечает заслуженный артист Абхазии, автор множества популярных песен Руслан Агумава, хормейстер и художественный руководитель ансамбля «Рица» при Гудаутском дворце культуры. Песни композитора – это настоящие народные хиты, проверенные временем. Песня из Харауза снискала всенародную любовь и не сходит с эстрады уже около полувека. Впервые она была исполнена Виолеттой Маан. Затем она вошла в репертуар многих певцов и эстрадных коллективов. Праздничный концерт, посвященный юбилею Руслана Агумава, состоится в Абхазской государственной филармонии в апреле. Настоящим сюрпризом для слушателей станет презентация новых абхазских романсов и других произведений автора. Передачу, посвященную Руслану Агумава, смотрите в нашем эфире сразу после программы «События недели». На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.